дорогие дамы и господа. Мировое сообщество, лидеры стран, члены Организации Объединенных Наций, независимые правозащитные организации, журналисты, блогеры, международные интернет-корпорации, которые боретесь за свободу человека, за демократию, за равноправие, за мирное существование человечества в планете Земля. Каждый отдельную свое задание исполняет. Я, Дадабоев Лорен Борисович, основатель и лидер политических народных демократических движений Таджикистана АМОД. Это политическое движение борется с диктатурой, репрессией, геноцидом и кланово-репрессионной системой Республики Таджикистан. Я уже более 7 лет нахожусь в изгнании, в бегах. И в протяжении своей жизни я много чего увидел. Я сейчас, как система Эмомали Рахмона управляется, я сейчас скажу. Вот, например, вы видите, 5-11 ноября 1952 это день рождения Эмомали Рахмона. Если плюсуем, 5 плюс 11, 16 становится. Это 16 сессия, когда Эмомали Рахмон, в Гугле есть, пришел во власти в 1992 году. А вот это, если плюсуем, 1952, 17 получается. Если 16 плюс 17, 33. 3 плюс 3, 6 становится. Это первый 6. Это Эмомали Рахмона. Или 24, 6 тоже. Например, первый митинг гражданской войны 19 февраля 1990 года началось. Если плюсуем, 24 будет. Там убили 24 человека. Еще Эмомали Рахмон не был там президентом, но его код существовал, потому что каждый лидер страны по политическим институтам, международные, те, которые исследуют все во всем мире, лидеры рождаются. Каждый знает это. По священным книгам, по закону Божьему. Все. Вот так, короче, работает. И такая система репрессионная его работает тоже. Например, 12 декабря 1987 года день рождения его сына. Вот эти числами охотятся они. 5, вот это все охотятся они. 19 охотятся, репрессируют, депортируют, похищают, убивают. На 16-м Умара Ликуватова убивали, если плюсуете число Умара Ликуватова, 16 становится. Поняли, да? И последние вот цифры, если плюсуем, 8 плюс 7, 15 и 6. Это второй 6. Дочка Эмомали Рахмона, Узула Рахмон, родился 3 января 1978 года. Если в конце плюсуем, опять 15, 6. 3 шестерки решают все проблемы. И если плюсуем 3, 6, становится 18. 18 это 9. Получается 1 плюс 8, 9. 9 это изоляция. Поняли, да? Вот такими системами он работает. Поняли? За ним стоит, например, 24, 33, все террористические, все. У меня есть записи, которые все их деяния такими цифрами расшифруются. Вот так управляется их система, кланово-репрессионная система Эмомали Рахмона. Вот здесь мой канал. Подписывайтесь на мой канал Freedom TG. Поняли? Вот такой у него знак. Вот этих всех, вот этих активистов, лидеров, они ученые, интеллигенция, спортсмены, блогеры, журналисты, адвокаты, врачи, понимаете, всех убивали, репрессировали, депутатов, всех. Вот такими цифрами. Там есть у нас на английском, на русском и на таджикском. Можете читать это. Сами увидите, там линки есть, Google доказательства, не я и не мои слова. Поэтому вот насчет моей случая, вот посмотрите, я просил политическое убежище в Германии в 2000, я покинул свою страну в
2018 году сначала поехал в Швейцарию. В Швейцарии меня питали, потому что Швейцария заинтересована Таджикистаном, и с ними очень хороший контакт, потому что Эмомали Рахмон все ограбленные деньги там спрячет. И вот эта бумага из Швейцарии, как они питали. Когда они питали, у меня было ранение в телах, много травм. Я сказал им, отвезите в больницу. Они меня отвезли в больницу, где дурка, где ненормальных, короче, держат. Вот это их справка. Если 15-го, понимаете, 15-го они меня питали, вот 15 числа 05-2018 года. А 15 опять код тот, поняли, да? А код Рустам Эмомали, потому что ты не согласился с ним. Код, поняли, да? А вот это их бумага, 18-я. Видите? Что типа я имею ПТС, посттравматический синдром. Но они, чтобы отмазать свои вот, деяния, преступные деяния против человечества, делали вот так. Если плюсуем все это, плюсуйте 33. 33 это код Эмомали Рахмона, там показал я. Если 16 плюсуем на 17, 33 становится. Поняли, да? Код заказ, заказ на основании заказа. А 24, когда я начал политически активную свою деятельность, вот эти слова начали говорить, эти бумага еще у меня не были, а говорили эти, группа 24, потому что за Рустамом есть одна политическое движение, за этим тоже одна, потому что когда у нас была гражданская война, там было два Майдана, Майдан Шахидон и Майдан Озоди, там много людей участвовали, и всех этих людей убивали они потом, при протяжении своей управления государственной властью после примирения, потому что от них делали карьеру своим новым кадрам, которые они берут, правоохранители, типа они участвовали в митингах. И вот здесь тоже такое, короче, такие кадры. Это всем ясно. Вот там, в линках тоже ясно. И они использовали еще мою жену, которой я развелся, он тоже относится к определенным кланам. И здесь тоже, вот она оклеветала, типа я агрессивный или такой какой. Вот здесь тоже числа. 16, Эмомали Рахмон, видите, 19 часы. Все, везде, во всех, это официальные бумаги. Везде, по всех. Вот этих людей тоже так делали. Их убивали, репрессировали, депортировали и геноцид проводили такими способами. Вот последнее, я в 2018 году пришел после этих нарушений прав человека в Швейцарии, приехал в Германию и просил политическое убежище. А тогда я не знал язык, и всегда они выделяли русского переводчика. И здесь много очень ошибок. Здесь, видите, интервью я исправил. Когда научился язык, потом исправил много чего. Поняли? Во всех бумагах их. Вот. Это было интервью мой в 2018 году. До сегодняшнего дня они не дали негатив, позитив, не было никакого ответа. Вот. Изолировали просто. Я сейчас скажу, объясню. Вот, везде, короче. И вот эти бумаги, а вот это обещают тоже. Вот здесь тоже исправление есть, везде. Это все, они чего-то не написали, чтобы очернить, понимаете, очернить. Это сотрудничает власти с другими властями. Вот так, короче, заказ. Настоящий оппозиционер становится объектом бизнеса. Поэтому вот здесь мое интервью, вот здесь тоже много исправлений я написал, очень много здесь, потому что я знаю русский язык, но на 90%. Но мой родной язык таджикский язык. И вот немецкий 60% знаю, английский тоже 60% знаю. Поэтому вот после, когда в 2018 году они брали интервью, не дали ответов, изолировали его, оклеветали через жену, здесь все создавали, чтобы изолировать, чтобы тянуть. Я сейчас еще докажу вам. Вот, например, потом 25 июня меня вызвали
после 5 лет вызвали и брали интервью, но от меня не спросили. От меня спросили, они женат или не женат? Я сказал, не женат. Они не спросили от меня, почему я не женат и почему развелся. Понимаете? Если бы они сказали, я бы доказал, вот эти бумаги есть у меня, все инстанции, у меня столько бумаг папками, во всех их клеветах, во все есть у меня бумаги. Вот 16 опять, 16.08 они дали ответ, и здесь не указали, что я не попадаю, я попадаю под Женевским конвенциям, все, я политический активист, политический лидер, но здесь причину, доводы они привели, что я не сказал о том, что почему я развелся со своей женой, и мое происхождение, то, что там в этих интервьюах, которые я исправил, показал вам, раньше не знал язык, там типа я вырос на улице, что-то другое написано. А они не спросили этот раз, где родился, я сказал, в Сагдийском регионе, Таджикистане, в Сагдийском области, Таджикистане. И учился в таком, служил в таком, юридическим учился вот так, работал вот в таком месте. Они не спросили опять вот эти причины. Вот по этим двум причинам, то, что несходство, они семейные и личные взяли и доводы привели, чтобы меня отдать на код Эмомали Рахмона. Это 16 числа заказ Эмомали Рахмона. Они намекают во всех бумагах, что за этим стоят Эмомали Рахмон. Поэтому на сопроводительном письмо, видите, на сопроводительном письмо стоит 19.08. Это 19 день рождения его сына. Эмомали Рахмон звонил властям Федеративной Республики Германии, сказал, что отказ дайте, а команда Рустама Эмомали должен, обрабатывать, чтобы и другие команды, чтобы репрессировать и депортировать, экстрадировать. Вот такая ситуация. Во всех вот этих активистах, вот этих людей, которые ученые, интеллигенция, журналисты, всех такая схема, такая охота. Поэтому то, что они против меня будут говорить, даже здесь, я никогда не нарушал закон Германии. Никогда. Я сейчас покажу, в каком состоянии я живу. 7 лет в лагерях, 7 лет в лагерях я живу. Они изолировали, интернет мой контролируют, все контролируют, все. Поэтому их уши всегда есть за стеной, чтобы наблюдать. Таким способом они уничтожают одну нацию, травят против друг друга и такие эксперименты проводят над беженцами, над политическими лидерами.